Спадар Віктор, які у вас ідэал палітычнага лідера? Я бы назвал и канцлера Германии, я бы назвал бы и руководителя Франции, господина Саркози, я бы назвал и даже Буша, который пришел энергично и начал проводить преобразования. Но очень важно не только демократические, но не агрессивные действия со стороны страны. Скажите, ласка, ці ёсць у вас любимая книга, и что за она? Это, конечно, книга Шолохова, которая раскрывает жизнь казака, гражданина, селянина и тот период. То есть вы маете на увазе Тихий Дон? Тихий Дон, так. И более того, она мне как-то ближе, и главное, я ее чувствую. Логично было бы мерковать, что и любимая песня у вас что-нибудь казацкое этакое, я помыляюсь. Опять-таки, это от моих родителей. Мне очень помнится народная песня вот такая. «Ах, кто-то с горочки спустился, наверно, милый мой идет». То есть, как бы такая, может быть, больше женщины поют. Но не знаю, как за душу караная, так. Скажите, ласка, вось на ваш погляд, заробак прэзідэнта у колькі разоў ён павінен перавышаць заробак, да прыкладу, настаўніка, медыка, ці вось калі браць з вашага мінулага фрэзероўшчыка? Я бы сказал максимум до 5. То бишь, если, условно скажем, в эквиваленте заработная плата медицинского работника составляет 300 евро, то это максимум 1500 евро. Пытанне крыху правакацыйнае. Як вы ставіцеся да сексуальных меньшасцяў? Совершенно свободно. Это право гражданина, и если гражданину есть 18 лет, это его право. Как членство не только в этой области, как и в другой, это членство в партии, в объединении и волеизъявлении, все что угодно. Но, естественно, если он не нарушает закон. Вось калі зараз Віктор Цярэшченка залезе ў кішэню, дастане кашалёк, колькі грошай будзе ў яго кашальку на дадзены момант? Открываю при вас. Значит, у меня сейчас 170 100 рублей белорусских. Вы бачите, что я показал, так? И далее. Есть, вот я даже так, слышно, что я достаю, да? Есть $20. Ну, это то, что есть у кармане в кишени. Так само 1400, 1420 российских рублей и 20 евро. Скажите, як вось вы дома у таких звычайных хатніх умовах звяртаецеся до своей жонки? Ну, такого я бы не выделил особо. Ну, совершенно нормальное человеческое общение. Но уважение к личности. А ці ёсць якая-небудзь сямейная традыцыя, якую вы вот постоянно прытрымліваеце, абавязкова да якой звяртаецеся? Все дни рождения, все вместе, как с нашей семьи, так и близких родственников, по линии жены, по линии моих родителей. Обязательно поздравления с днем рождения, новогодние, ну и национальные праздники, скажем, 8 марта. Вось вы згадалі нацыянальныя святы. Скажите, ласка, сённяшняга нашага календара, якія святы, пазначаныя чырвоным колерам, вы б выкраслілі, а якія, наадварот, дадалі бы? Это 7 ноября, Октябрьской революции я немедленно убрал бы. А ці ёсць вот святы, якія вы лічыце, што павінны адзначацца, но ў календары у нашым на сённяшнім іх нема? Я думаю, что это какой-то религиозный праздник. Но, конечно, это День Республики. Это как бы, я, может быть, этого не успел сказать, это обязательно. И, скажем, если это 3 июля у нас, то это 3 июля. Я думаю, что нават калі вы асабліва не ўжываеце алкаголь, вы павінны ведаць, колькі на сённяшні дзень у сярэднім каштуе бутэлька гарэлкі. Если брать белорусскую водку среднего качества, это порядка 3,5 евро. Где-то так. А колькі, на ваш погляд, бутэлька гарэлкі ў нашай краіне павінна каштаваць?
Я думаю, что минимум 2 разы вышэй. Колькі у вас сапраўды блізкіх сяброў і ці ўдзельнічаюць яны зараз у вашай прэзідэнцкай кампаніі? Я бы так сказал, если не считать жену и близких родственников, а смотреть внешне, то у каждого из нас, француз он, немец, поляк или белорус, я думаю, у каждого из нас не больше 2-3. Так вот, все они сегодня в составе инициативной группы. Скажите, у якую паліклініку вы ходите, калі вот раптам что-нибудь, хвароба якая прычэпіцца? Адчуваю себя добра и хожу в поликлинику номер 4. Это побач у Веснянки, где я живу, там, это у Минску. Ці брали вы сами калі-небудзь кредит, и калі брали, то на что? За исключением одного раза я никогда не брал кредит. Я взял кредит в прошлом году в декабре, то бишь это было в 2009 году, на потребительские нужды, для приобретения товара, стыдно сказать, в объеме 3 миллиона белорусских рублей, это примерно $1100. Я платил до августа месяца и сказал: Господи, куда меня это завело? Я пошел в банк, отдал все деньги, сказал: я больше с белорусскими банками, где присутнічае 17% плюс яшчэ комиссионные, я больше ніколі не буду это рабіць. Это дурость якаясь присутствует в белорусских банках. Это просто поборы. Распавядзіце, калі ласка, першы, які прыйшоў у галаву анекдот. Я думаю, ён вельмі такі актуальны. В соседнем колхозе «Путь к коммунизму» на повестке дня правления вопрос. Уважаемые колхозники, у нас очень много навоза. Как будем? Продадим соседнему колхозу «Путь к социализму» или сами съедим? Правление голосует. Сами съедим, но никому не дадим.